Комната чудес – это комната, которая предназначена для детей, которые проживают в нашем приюте временного проживания. И вот это название «Комната чудес» это придумали сами дети. И что здесь происходит? В первую очередь сюда приходят дети, которые подверглись и которые находятся в трудной жизненной ситуации. То есть они проживают в нашем центре, и процесс того, как мы их реабилитируем, как мы их корректируем, учитывая их состояние, в этой комнате происходит индивидуальная коррекция. И, как правило, здесь вот те игрушки, которые находятся в этой комнате, музыкальные инструменты, карандаши, краски, все это позволяет детям раскрыться и рассказать о своей трудной жизненной ситуации. Могу сказать, что дети, которые находятся у нас, они все подходят или находятся, или проживают последствия психотравмы. И рассказать вот о том, что случилось с ними, как трудно им жилось, какие эмоции они испытывают. Как правило, дети и хотят, но рассказать об этом трудно. А вот с помощью игрушек, которые в этой комнате, с помощью арт-терапии, которую мы используем в работе, детям легче, по крайней мере, хотя бы нарисовать. И уже то, что нарисуют, им легче рассказать. Обида, уходит чувство вины, и детям становится легче. И поэтому они называют между собой, что это волшебная комната. И когда новые дети, случается так, что новые дети попадают к нам в центр, которые тоже подверглись сексуальному насилию, физическому насилию. И эти дети говорят: а ты сходи вот в эту волшебную комнату, и тебе станет легче. Важный момент, когда дети приходят в эту комнату, и, допустим, особенно первый раз тот ребенок, который пришел, и ему трудно рассказать о том, что с ним случилось в этой жизни, о факте насилия, то в этом случае помогают игрушки. И часто бывает, что дети берут, допустим, фигуру человека, мужчины, или это в их случае ребенок, и разыгрывают ситуацию, что на него неожиданно нападает вот такой вот динозавр, или хочет его съесть, или хочет напугать, то есть что-то с ним случится сейчас страшное. И очень важный момент для них, что вот когда много игрушек, вот эти звери защищают человека, вот самый важный момент, что ему прожить, что в момент, когда было насилие над ним, кто-то за него заступился. Вот в этот момент очень важно для психолога работать с чувствами ребенка, о которых он осознать не может, он не может еще рассказать, особенно если это ребенок маленький. Вот в этот момент очень хороший инструмент, сильнейший в работе, это песочная терапия. И работая с песком и перенося эту вот всю ситуацию, ребенок может проработать и справиться со своими негативными эмоциями через волшебный песок. Он специальный кинестетический песок, ребенок может и прожить свои негативные эмоции. Если в этом песке еще находятся специально подобранные фигурки, и там ситуация может прорабатываться не только вот в ситуации с насилием, но он проживает это, он выходит из этой ситуации, и там уже развивается все позитивно в лучшем варианте для ребенка. То есть вот этого инструмента очень не хватает в нашей работе. И сейчас в ожидании Нового года мы тоже ожидаем чуда. Чудо того, что наш кабинет пополнится дополнительными методиками, особенно вот волшебной силой песочной терапии. И все эти инструменты нам помогут в работе с детьми, которые подверглись насилию, которые переживают тяжелейшую психологическую ситуацию. Мы надеемся на это чудо.